На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. 658 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за последние сутки в России. Из них 536 только в Москве. Таким образом, общая цифра инфицированных в стране – 5389 человек. Напомню, в Ингушетии официально зарегистрирован один случай заболевания. Анализы еще 6 с подозрением на коронавирус направлены в Московский противочумный центр. Тем временем в мире число заболевших уже перевалило за 1 200 000 человек. По-прежнему сложнее всего ситуация остается в США. Там число больных COVID-19 превысило 300 000. На втором месте Испания – 124 700 зараженных. На третьем Италия, где на 100 больных меньше, чем в Испании. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал распоряжение в соответствии с указом президента Владимира Путина о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также внесены изменения в ранее подписанный указ главы региона о мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-19, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлен до 30 апреля. Распоряжение главы Республики Ингушетия. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года номер 239 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории республики. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия обеспечить надлежащее функционирование соответствующих органов в период с 4 по 30 апреля 2020 года включительно, определив правовым актом в срок до 4 апреля 2020 года. Численность государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям Государственной гражданской службы Республики Ингушетия, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно функционирование соответствующих исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, в том числе в дистанционном режиме при наличии организационно-технических возможностей. Численность государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям Государственной гражданской службы Республики Ингушетия, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания. Руководителям государственных учреждений Республики Ингушетия по согласованию с учредителями определить численность работников, обеспечивающих период с 4 по 30 апреля 2020 года, включительно функционирование государственных учреждений, в том числе в дистанционном режиме. Рекомендовать руководителям иных органов государственной власти Республики Ингушетия и органам местного самоуправления Республики обеспечить принятие мер по реализации пункта 7 указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года номер 239 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Указ о внесении изменений в указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года номер 49 о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю внести в указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года номер 49 о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 следующие изменения. А. В пункте 2 слова «до 10 апреля 2020 года» заменить словами «до 30 апреля 2020 года включительно». Б. В подпункте Б пункта 3 в абзаце 1 слова «по 5 апреля 2020 года» заменить словами «до 30 апреля 2020 года включительно». Абзац 3 изложить в следующей редакции. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов, планшетов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров,
первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов. К сознательности жителей призывают политики, общественные, научные, религиозные деятели, журналисты, старейшины и даже дети. Они обращаются к населению с просьбой не нарушать карантин. دو خیات چانی لیت سچی الله وال میاختی سگو خ سوق از خاطری از یار اردوری داری پیمری یادش ویس آداد دروی یسوس کل یاسش توسی بچی ایو رام بچی ایو شو یه یات از شمسن مسل ایش مسل یه شی اومد سیگدار خیر ترسو دوتن إثبتش يا بيهمل خلقنا سنجل بارك يرفع تان درياش نشين درياش عشرة بنزين حمية درياش تزاد الأرض درياش بقوله ديخر دشاك صديخر دشاك لورلي يوهي بي لورلي أنا أرغزش آهمية دار إيمانا دوه مدو لي إش حنز بين مسنا خوشدق يا حنز Одержат я хожу до яканялы, одержи гиден из лучших лахтыч. Одон это вен характер дук амаждах. Хар каманы метал шиши маамда эрси метал алч вирус ал вирус яхыры лазер дежду хамду избахамду уж вен метал у алцнах. Так хал дабаха болуш болчу пейгмарш вен Мухаммад пейгмар вали саллаллаху алейхи ва саллям царп умматышка ханат унуш وی محمد پیغمبرو ز اونها ان خمالده اونش خنت سلطه هر از اودین سلطه هر شدار زلچ مخ از او اتا خلی او اتا ان قیق در خلی زمخ ارمدولش صدق خمس خلی ای قچ مخ زمولش مخ اوده ان اولی زمخ مولش انا است دیالش حدیث صلی الله علیه و سلم تحقیق خنزه وین مخر مسنر حنز يشت بحت دقول جل حتى يحكي جوية يحمى يس كل جاي واحد جل كل جالر جل شغله بين حشد دولج أدمشت حشد دولج حمد حني على لورج بين حقيقة دات لورج ديشة شيء لوري ديشة دنيا علم ديشة دق حم تحكي صار بيك حقيقة دولج ده حمى بين حدث يتصير خارج صاد إز بصل بينه يوخ دا إليال مولخ تا شوي نتش ساقو خواد وجه ماجي كجش ازم شيء دخوات لجر ازم دال ده حمدر يا حجمش لولي صخ ود وخي لور ولش وخي ست جيبسي بيريواسكي مولخ تي خدا غرتادل يختر خوك خلصي دا خو ماجي قچوخ يجواتش ديكر مولخش اط يحكش تادر اشت صنخ تر خلديز وي حنزلاحتش لشخان خلدلي صغر ارص دولجدا صغواغ يوخي بك اجر شوغا بلوردلري ويتصغر أرض دولش تصغداغرد تاق تصنغ وين دال عندلي بيدو خب دال خواستن بيبيز وين مخك ويغلغي مخك يأو ديرجا داتسيخ رجع قمالد إز بوحق ب ديرجا مهتجي أتساق الدرس دواتش دولش دو حمل ناخد أتوسر دوحق أده تصنغ نمي مطل دواتش دو حمل حناك دار تصمغش خلمت فيروس بيتات سو نخ زرزيت بيابيهش هنزين إحنا بعدينت خزات ترج وخشت صنخ بوتسي مجد دهت بوت بقوانسا خد صنخ شين بقدر تصخوي إز آل الشهات تحقق آل الشهات السووت جو صقة صنخ خلخت الدلي غيبة خل صنخ إشت صنخ وربلر دي خدراس مخل خل دلي دعاء جدش وي مهكر حل الحمد لله تخن مودات هتا مس نرجع مسك واتشنج ومسك ملباغش بوش برجش ناخج شو دي خر خد دالي الشم بيجي دي خد دو دي وين مارشال دي خش وين لوردلر دي خش لور ولر ديال جردي تاق ويدايش اولش درق ملخ حم خلتش باغ تحش احتي لورلش خلاه
лор вал везя хидес. Ярым диалогерды багды. Одан шухмал должда хам хал ханыр тихт дуагдар ханз долждар Аллах гир халара докти шады ишцахлач бе бусулдац. Это лор лиё. Да лор долды. Уважаемые друзья, человечество переживает одно из самых сложных испытаний в его новейшей истории. Испытание, которое разделит всю нашу жизнь на до и после. Проявим свои лучшие качества, чтобы потом, когда все закончится, каждый из нас с чистой совестью мог сказать: «Я сделал все от меня зависящее». Мы продолжаем работать для вас. В этом необходимость. А вы оставайтесь дома. В этом тоже необходимость. Не подвергайте риску себя и других. Терпения нам, стойкости и крепкого здоровья. И да поможет нам Аллах. Аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты для медиков поступили в регион. Накануне из Москвы прибыл уже второй по счету грузовик с необходимым инвентарем для региональных врачей в период борьбы с коронавирусом. Щедрую помощь оказал сенатор от Ингушетии Билан Хамчиев. Помощь ингушским врачам оказывают также волонтеры, общественные организации и меценаты. И не только в виде средств индивидуальной защиты, но и продуктов питания, необходимого оборудования и медикаментов. Получили от Алихана Чичоева продукты питания. Это 100 килограммов мяса, 100 кур, картошка, лук. Также мы получили питьевую воду от завода Ачулуки. Также нам помощь оказал фонд Тешем. Они нам прислали временное пользование до окончания этой пандемии с коронавирусом. Временное пользование морозильник, потому что у нас не хватало морозильной камеры для того, чтобы мы хранили это мясо, которое поступает гуманитарно. Также мы получили от фонда Тешема жидкое мыло. В размере 50 тысяч рублей нам помощь оказал Альберт Галаев. Зязиков Тухан нам привез 350 штук респираторов. Субъектам Северного Кавказа выделено около 350 миллионов рублей на стимулирование сотрудников медицинских учреждений, ведущих борьбу с коронавирусом. Денежные средства распределены между субъектами России по решению федерального правительства, которое принималось в зависимости от ситуации в регионах в связи с распространением вируса COVID-19. Ингушетия, где сейчас один подтвержденный случай, получит около 17 миллионов рублей. Денежные средства будут уплачиваться сотрудникам медучреждений за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска. Всего субъектам России в рамках распоряжения правительства будет выделено более 10 миллиардов рублей. В стране стартовал конкурс «Лидеры России. Политика». В нем участвует около 35 тысяч россиян. Среди них и 21 представитель Ингушетии. Все участники – люди, заинтересованные в выборах в Госдуму или в работе региональных парламентов. История одного из участников от нашей республики Рашида Хулагова в материале Дианы Дударовой. Так как я родился и вырос в республике Ингушетия, я как никто другой осведомлен о самых насущных проблемах региона. Это видеоинтервью Рашида Хулагова, участника конкурса «Лидеры России. Политика». Оно же одно из выполненных им условий для участия в проекте. На первом этапе он также дал ответы на 3 вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности. Проект «Лидеры России. Политика» ориентирован прежде всего на людей, которые хотят служить обществу. Рашид считает, что нашему региону нужны молодые и энергичные дипломаты-инноваторы. К ним он себя и относит. В плане карьеры даже не быть каким-то высокопоставленным чиновником, а быть личностью, которая что-то может сделать полезное. Рашиду 22 года. На протяжении 2 лет работает помощником депутата Госдумы Ишага Сгиреева. На сегодняшний день считает это своим единственным и серьезным достижением. Гордится возможностью вести диалог с жителями республики, быть участником решения проблем региона. Однако Рашид Хулагов считает это недостаточным для полного удовлетворения своих желаний. Быть максимально полезным для своего народа и в целом страны – главная цель в его жизни. Не сомневается, что этот проект станет серьезным толчком в реализации намеченных планов. Так как я от нашей республики иду на этот конкурс, то я описал такие важные проблемные сферы региона. Это туризм, медицина, образование. Это если так в общем брать.
Насчет того, что я хотел бы внедрить в республику из, скажем так, новизны, это инновационное развитие. То есть множество центров инновационного развития, то же самое Сколково, которые активно взаимодействуют с регионами, и это приносит свои плоды. Рашид окончил Московский университет «Синергия» по специальности менеджмент. Сейчас параллельно с работой проходит магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Признается, будучи школьником, представлял себя специалистом совсем в другой области. Планировал стать врачом. Получилось, что узнал о программе «Кадровый резерв», профессиональная команда страны в рамках университета. И почему-то потянул туда. То есть вы отказались от своей мечты быть врачом? Ну, я бы не сказал, что моя мечта была быть врачом. На тот момент у меня была некая неопределенность. А вот благодаря этой программе я уже понял, чего я хочу и кем я хочу быть. Рашид Хулагов с пользой проводит и свободное от работы время. Часто зависает в библиотеках столицы, посещает музеи, по возможности и театры. Делится еще одним хобби. Несколько лет назад и начал писать роман. Мечтает завершить его и увидеть в больших тиражах на прилавках. Немного раскрыл сюжет будущей книги и нам. Содержание рукописи невольно наталкивает на мысль, что то, чем Рашид занимается сегодня, вдохновляет его во всем. Он про политику. И связан отчасти с республикой, и в целом про политику федерального уровня. Я об этом тоже ранее говорил, про период в нашей стране, про будущую дату, очень важную для нашей страны, и история про политического деятеля, который становится свидетелем и участником всего этого. Проект «Лидеры России. Политика» проводится по поручению Владимира Путина. Он признан создать социальные лифты для активных граждан страны. В этом году участие принимают около 35 тысяч россиян в возрасте от 21 до 55 лет. От Ингушетии заявку подали 21 участник. Уже состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах. Конкурс будет оценивать социально значимые достижения участников, их цели и мотивацию в общественно-политической деятельности, а также такие качества, как служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, системное мышление и публичные коммуникации. Я считаю, как и многие наши ребята, которые участвуют в республике, что мы, неважно, кто из нас пройдет, кто бы ни прошел, мы сможем внести вклад. Определенный вклад сможем внести, конечно же, не одни, с помощью наших жителей и при помощи руководства республики. По итогам голосования жюри конкурса определит 60 победителей. Для них будет создано направление для подготовки не только исполнительной власти, но и для представительной. Уже определены 12 наставников. Среди них сенаторы, вице-спикеры, депутаты и зампредседателя Госдумы. Мне хотелось бы в качестве наставника видеть Петра Толстого. Это заместитель председателя Государственной Думы, ведущий, человек очень опытный, медийный, и я считаю, что у него я бы мог многие навыки для себя перенять. Как отмечают руководители проекта «Лидеры России. Политика», нет гарантий, что победители обязательно попадут в Госдуму. Однако благодаря конкурсу для руководителей нового поколения они наверняка будут востребованы и примут участие в предстоящих выборах. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов. Новости 24. Любимое дело – переросшее фермерское хозяйство. В КФХ Магомеда Кадзоева из Кантушева можно встретить фрукты и овощи разных видов. Не хватало только орехов. Их и начали сажать на днях. Выбор фермера пал на фундук трапезунд. Об экспериментальном посеве сюжет Тамары Хашагульговой. Что не сезон, то время для экспериментов. В этом году с орехом. Уже 10 дней подряд в КФХ Магомеда Кадзоева сажают фундук с необычным названием трапезунд. Работа несложная, но кропотливая. Схема посадки 6/3. Привезена с Крыма. Ну, вообще-то они украинские. Но в данное время мы их привезли из Крыма. Сейчас сажаем. Сейчас день-два кончаем эту работу. Чтобы получить хороший урожай, а он будет только через 3-4 года, важно соблюсти технологию. Для этого здесь перед посадкой сделали разбивку. Вообще-то называется американские технологии, но они выращены оттуда. 6/3.
Вот их сейчас срезают, оставляют 4 почки. Потом они дорастают. Это как-то адаптационный этот период называется. Они к нашей земле должны адаптироваться. И потом их же будем размножать. Магомед Кадзоев – опытный садовод и заядлый экспериментатор. За его плечами 16 лет работы в сельском хозяйстве. За эти годы он успел побыть и агрономом, и директором ГУПа «Атлас». Тогда на этих обширных полях ничего не было, кроме твердой каменистой земли. Но забота и уход сделали свое дело. Огурцы и помидоры, яблоки и груши, клубника и ежевика, овощи, фрукты и даже ягоды. Прижилось абсолютно все. Ну, у нас в основном яблоки осенние сорта, там Фуджи, Моди, Айдаред, Либерти, Флорина, Семеринка, груша ноябрьская, Талгатская красавица. Хоть у фермеров в хозяйстве есть овощи и фрукты на любой вкус, сам он больше всего любит малину. Культура неприхотливая, главное, поливай вовремя и хороший урожай обеспечен. Вот она, с коня уже пошел. Вот видите, ее даже вытащить-то неохота мне. Вот куст, уже 2 куста пошел. Из него получится там 4-кустовый, 5-кустовый, как дерево получится. А остальное тоже посадочный материал. Из него куст, потом следующий год это формированный куст, 20 килограмм, 6-7 килограмм ягоды. Главный девиз Магомеда – никакой химии. Возможно, именно в этом кроется секрет того, что в хозяйстве практически все приживается, а главное – приносит хороший урожай. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Защитники Брестской крепости Уматгирей Барханоев и Саварбек Плиев, летчик Мурат Аздоев и сотни других спустя 75 лет после окончания кровавой Второй мировой войны мы с гордостью вспоминаем подвиг доблестных ингушей, стоявших на страже Отечества. Увековечить имена солдат 40-х призван всероссийский проект «Лица Победы». В преддверии 75-й годовщины Победы родственники и потомки участников Великой Отечественной делятся фотографиями, документами и воспоминаниями о защитниках Родины. В 2020 году исполняется 75 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Самая разрушительная и кровопролитная война в истории, унесшая жизни свыше 26 миллионов советских граждан. Среди них и тысячи ингушских солдат, которые отдали жизни на полях сражений. И забыть своих героев так же непростительно, как свою историю. Вот они, герои ингуши, чьи имена высечены на мемориальных плитах и стеллах. Летчик Ахмед Майсагов, Шерваник Астоев, артиллерист Магомед Гирей-Дядиков, разведчик Абдулла Цароев, военный врач Асия Тутаева и многие другие. Сотни тех, чей подвиг никогда не будет забыт, внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. 18-летним юношей на фронт ушел и последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев, который погиб, мужественно защищая родину. В числе защищавших Брестскую крепость был и старший лейтенант Саварбек Плиев, орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, а также медаль за боевые заслуги. В годы войны наш земляк отличился смелостью, мужеством и преданностью своему Отечеству. Саварбек участвовал во многих решающих сражениях, в том числе и в Курской битве, во время которой наши войска отразили наступление противника и создали условия для успешного перехода в контрнаступление. В этой войне мы, не считаясь ни с чем, наши дорогие друзья, не считаясь погибли там все. Погибли. Воевал за мирное небо над головой и Мурат Аздоев, летчик-истребитель, для которого каждый вылет мог оказаться последним. В январе 44-го ему пришлось бросить в воздухе свою машину. Истребитель Мурада, подвергшийся обстрелу из зенитной артиллерии, получил серьезные повреждения и загорелся. Направив самолет на эшелоны врага, летчик выбросился с парашютом и попал в плен. Позже, в мае 95-го года, за мужество и храбрость, проявленные в бою, Мураду Аздоеву присваивают звание Героя России. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, присвоить воинское звание Героя Российской Федерации
Аздоеву Мурату Ахмедовичу. Эти люди – пример для мужества и стойкости для сегодняшнего и будущего поколений. Впрочем, не только они. Без преувеличения можно сказать, что в каждой семье хранят память о своих близких, которые воевали на фронте или трудились в тылу. С целью увековечить их подвиги и создан всероссийский проект «Лица Победы». Сотни фотографий приносят в Музей краеведения родственники участников Великой Отечественной войны. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколений, героев суровых 40-х и их потомков. Родственники сдают эти документы, мы их оформляем, вбиваем в программу. У нас есть специальная программа, куда вбиваются эти документы. Называется «Камец» эта программа. И до каждый документ там уходит минимум час. Нужно описание научное делать, вбивать их. А потом эту информацию мы отправляем в Москву. И также мы вбиваем их в списки наши, делаем запросы на них и вбиваем эти же данные в проект, действующий «Лица Победы. Дорога памяти». В их числе Магомед Келигов. В 1938 году он поступил в плановый экономический техникум, но смог проучиться только 2 года. После смерти отца ему пришлось вернуться домой и начать работать. В 1941 году Магомед оканчивает педагогические курсы и направляется на работу учителем в Малгобекский район. Но в июле 1941 он отправляется на войну. Служил 4-й кавалерийский кубанский казачий корпусе до 1943 года. Он воевал в Сталинграде, в Ростовской области, форсировал Днепр. И где-то под Ростовской областью был ранен в голову. После этого где-то в 1943 году направили его в военное училище, город Щадринск. Там закончил военное училище, продолжал дальше воевать. Еще одна история, еще одно лицо победы. Многочисленные медали и одна единственная фотокарточка. Вот, пожалуй, все, что осталось в память об этом статном юноше. Для Магомеда Гасарова и его семьи все это настоящая реликвия. Боевой путь их дяди Якуба Игиевича начался еще в 1938 году, когда его, 20-летнего юношу, призвали в армию. Через 3 года Якуб, благополучно отслужив, должен был вернуться домой. Но в его жизнь, как и в жизни миллиона советских граждан, ворвалась война. Такой вояка, такой служил, но даже муху не обидел, вот такой, все про него хорошо отзываются. Я как молодой помню, все время принимал нас, ласкал нас. Ну, вообще не любил, главное у него какое достоинство, он не любил ничего не рассказывать про войну. И мы из его слов ничего не знаем. Для многих из нас Великая Отечественная – это история страны, история семьи, и лишь для совсем немногих она осталась далеким и тяжелым воспоминанием. С каждым годом ветеранов ВОУ все меньше и меньше. И наш долг показать им, что они не забыты, что нет предела нашей благодарности им за все те жертвы, которые они несли ради мира на земле, за их военный и трудовой подвиг. Дана Плеева, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.